Если каждый будет делать добро в пределах своих возможностей, возможности добра станут безграничными. Фазиль Искандер. Всегда у меня была мечта возвращаться в свою родину и там что-то делать полезное для народа. Это всегда была детство у меня мечта. Общественная организация «Международный фонд Апсны» создана 5 лет назад. Основные цели и задачи организации – содействие объединению абхазского народа, подготовка и реализация проектов в демографических, социальных и культурных сферах. Особое место в деятельности фонда занимает благотворительность. Есть в Абхазии очень много фондов и много очень добрых дел, которые делают другие фонды. И мы сотрудничаем с ними и признательны им за эту работу. Наш фонд немножко другой, потому что помимо социальной, гуманитарной вот такой сферы, мы еще и занимаемся другими вопросами, налаживания связи с другими странами, финансы, экономика. У нас большой спектр. Мы не только оказываем социальную поддержку, но мы также пытаемся продвигать наше государство. Это одна из целей нашего фонда. С 2015 года разработано и реализовано немало проектов. Среди них 8 постоянных. Мать и дитя, здоровье, новые технологии, будущее, спорт, помощь школьникам, театр и дети, долгожитель. Первым и главным детищем фонда является проект «Мать и дитя», направленный на поддержку молодых матерей во время ухода за ребенком. С этим материнским пакетом мы не столько даже технически, финансовую помощь оказать нашему народу. Это моральная сторона, чтобы с этими людьми, народом, есть кто-то, который думает о них и готовы рядом стоять. Каждому родившемуся гражданину Абхазии мы вручаем такой так называемый материнский пакет с принадлежностями первой необходимости для малыша и его мамы. Всего за 5 лет работы фонда было роздано около 4000 наборов. Вся продукция, содержимое пакета высокого качества и сертифицирована. Ежегодно мы увеличиваем и обновляем содержимое пакета. Мы наблюдаем за тем, что количество получивших материнский пакет, желающих получить наш набор, увеличивается. И это, безусловно, нас радует и говорит о том, что наш проект, он востребован среди населения. Я уже прихожу сюда 3-й раз, конечно, очень безумно приятная мелочь, но Международный фонд Апсны в лице самого, наверное, председателя Сунера Гогу и в лице, наверное, всех, наверное, матерей выражаю благодарность. Очень приятно. Анча Апсуара умырзан хамхо, абри Апсуара мыдзир сезахануб. Уви яхаб апепш. Апепш ахшара чазмо атачара харцхравет. Яхаб ани ямалки, часиза хуче. نصبري ميلاتر زدشيز وبري يرازنك دشيز يبشنس عبس شيء يحر الله وبريالا أميو أهارتويت. Еще одно из первых и приоритетных направлений в работе Международного фонда Апсны – это работа с молодежью, поддержка инициатив, которые осуществляют молодые. 5 лет назад фонд поддержал одну из таких невероятных инициатив – образовательный центр «Академия», который предоставляет образовательные услуги детям. Эта идея была колоссальная, она была очень большой, она была очень емкой по своему содержанию, и поэтому, конечно, и финансовые вложения тоже необходимы были соответствующие. И тот человек, и та организация, которая оказала эту помощь, это непосредственно фонд Апсны. Уже более 200 учащихся на данный момент сейчас здесь обучаются. Это и английский, абхазский, русский, турецкий. А недавно, уже 1,5 года, как ментальная арифметика. Это STEM-образование, робототехника. Один важный проект – это год бесплатного обучения, изучения абхазского языка здесь, в академии. То есть академия была площадкой для предоставления этих курсов, а непосредственно фонд Апсны предоставлял финансовую помощь. То есть это зарплату преподавателям, учебники,
любые материалы методические, которые необходимы будут учащимся. И вот ровно год абсолютно бесплатно детки ходили, было 60 человек, которые начали изучение абхазского языка здесь. Остальные направления по линии образования, то, что мы помощь оказываем, у кого нет финансовой возможности идти в школу, те успешным студентам, которых мы награждаем, даем стипендии, благодаря этому учатся в России, в том числе в Турцию, среди нашей диаспоры, по линии спорта, которую мы помощь оказываем и так далее, даже по линии внешней политики периодически мы приведем круглые столы. Это итоги все касаются нашей демографической ситуации. Демография, потому что это уверенность в завтрашнему дню, это безопасность, это экономика, это финанс. Это все как бы взаимосвязано. За 5 лет работы общий бюджет общественной организации составил порядка 60 миллионов рублей. Реализованы различные проекты, работа которых продолжается и в 2020 году. Одно из главных направлений деятельности – помощь многодетным семьям и детям с нарушенным развитием, поддержка реабилитационных центров страны. АПСНы оказал финансовую помощь и технически обеспечил детские реабилитационные центры Сухума, Ткварчала, Гала, Ачамчиры и Гудауты, а также организовал приезд врачей-педиатров из Армении. За один раз специалисты осмотрели около 300 детей Абхазии. Это один из самых дорогостоящих проектов фонда. Фонд АПСНы очень много помогает реабилитационному центру. И вообще не только нашему республиканскому, но и всем реабилитационным центрам Абхазии. У него есть программа помощи детям с детским церебральным параличом. Она осваивает очень многие направления помощи таким детям. В частности, в нашем центре с помощью фонда была дооборудована кабинет лечебной физкультуры. Очень много оборудования мы получили благодаря этому фонду. Дети посылались со дня открытия на операции реконструктивные в Ереван. Сейчас вообще с помощью фонда врач, который проводил эти операции в Ереване, он приехал сюда, и в последний раз наши ортопеды вместе с ним проводили эти операции. Для этого нам нужно было приобрести кое-какие инструментарии, которого у нас на тот момент не было для таких операций. После того, как мы это все обсудили, они нам в течение полугода решили наши вопросы по поводу медоборудования, помогли нам в приобретении специального ортопедического хирургического стола и специальной лампы хирургической, которая была необходима для проведения таких операций. Я вот на те дни, когда впервые приехали врачи, когда я впервые столкнулась вот так с такой глобальной проблемой, когда врачи делали приемы, когда я видела в поликлинике родителей, в основном матерей, несущих своих вот этих детей с болью, со слезами в глазах и с надеждой. Но мы все стояли, все вот сотрудники фонда, мы все были рядом, мы стояли и незаметно тоже отворачивались и плакали, потому что это действительно страшно видеть вот детей, которые не должны болеть, и которые вот такие дети. Позже, когда нам врачи говорили, что можно помочь, конечно, сложно, сегодня нет в мире прецедентов, чтобы излечить практически эту болезнь, но можно помочь. И вот после операции, когда уже я видела, что дети, те, кто не ходил, делают шаги, те, кто ходил, делал какие-то шаги, ходят лучше. Знаете, здесь не могу сказать, что переполняло какое-то чувство, но как-то ощущала себя, что вот, мы что-то мы сделали, мы что-то можем, и, наверное, нужно делать больше. Крайне важна для реабилитационных центров Абхазии помощь в подготовке кадров по целому ряду направлений, ведь этих специалистов сегодня практически нет в республике. Фонд АПСНы, во-первых, очень щедрый фонд, очень надежный фонд и ответственный фонд, который, безусловно, никогда не... и безотказный фонд, я
я бы сказала. Вы знаете, вот фонд, который не ограничивает какие-то вот потребности, знаете, вот это очень редко, вот когда фонд к кому-то обращаешься, они могут сказать, вот, мы можем помочь только вот именно в этом направлении, да, вот конкретно. А вот фонд АПСН, они могут дать любую помощь. Если говорить о моем центре, да, реабилитационном, то у нас была проблема нехватки помещения. Да? Было пустующее помещение, но никак оно... В общем, Сунер Недмиевич встретился с Михаилом Шсангуля. Был диалог, значит, с людьми, которые, значит, у нас в районе руководителя, и значит, все благополучно. Теперь существует дополнительная комната. Международный фонд АПСН взялись за ремонт этого помещения. Когда работаешь отдельно, препятствия преодолеть это не так легко, но когда рядом есть люди, друзья, которые тебя поддерживают, которые вместе с тобой идут вперед, это более легче. Фонд АПСН для нас, как бы сказать, это дорога, которая показывает, куда, по какое направление нам идти. Нет, просто представь. И как будто бы у тебя болит животик, а ты отпрашиваешься вперед, чтобы не пойти в школу. Сможешь? Нет. Практически в каждый значимый праздник Международный фонд АПСН не обходит вниманием своих подопечных. Новый год в этой череде дат – праздник, когда подарков и чуда ждут именно дети. Таким деткам нужно проводить такие мероприятия, чтобы они чувствовали себя нужными, и где-то в то же время также создавали другим деткам праздник, улыбку. Хочу поблагодарить наших спонсоров Абхазморпром и компанию Импро вот за поддержку. Без них, конечно, наши усилия бы, были, наверное, не столь велики, и вообще их не было бы. И также поблагодарить нашего партнера ООО «Биофарма», который действительно делает очень многое для поддержки реабилитационных центров и наших детей. И всем хочу сказать спасибо. И также, наверное, призываю тех, кто может каким-то образом встать рядом и помочь этим детям, чтобы они не были в стороне и помогали. Сотрудники Международного фонда АПСН уверены, что счастливые люди рождаются в счастливых семьях. Поэтому работа организации в этом направлении – шаг, необходимый абхазскому обществу и государству, шаг, сделанный этими людьми. Сегодня мы посетили многодетную семью из села Кутол. В данной семье 6 несовершеннолетних детей. Эта семья попадает под наш основной постоянный проект АПЕЙПШ. За 5 лет существования фонда по этому проекту помощь была оказана более 30 семьям Абхазии. Поддержка оказывается в виде бытовой техники и любой другой помощи, необходимой этой семье. Перечень необходимых вещей определяется сотрудниками фонда при личном посещении семей. Идея созидания – основа в работе организации. Почти каждый человек рождается в семье, но не все семьи и дети имеют равные возможности. Многие сталкиваются с трудностями и нуждаются в поддержке. Даже тот момент, что этим кто-то занимается, обращает на это внимание и тратит на это всю энергию, ресурсы и время свое, это тоже помогает. Люди начинают обращать внимание на те вопросы, которые раньше не задавались. Международный фонд АПСН подобен труженику, сажающему зерно благотворительности, чтобы получить плоды. И за 5 лет их немало. Если когда-то посмотреть конкретно, чего мы достигли, какие у нас результаты, конечно, это те же люди, тоже молодежь, в будущем посмотреть, где и кем они являются.
как я с самого начала сказал, это не одноразовая помощь у нас. Мы постоянно за ними смотрим, за ними. Если кому-то один раз помощь оказали, обязательно мы через 3-4 месяца вернемся к этому вопросу. Как там они дальше живут, как там они справляются с этим проблемой. И за 5 лет это огромная работа однозначно. Я хотел бы еще, пользуясь случаем, поблагодарить всем своим друзьям, коллегам, которые с первого дня большую помощь оказали. У нас достаточно профессиональный коллектив, которые и работали, и работают на сегодняшний день. Благодаря них мы что-то достигли за это 5 лет. В будущем, в течение 2020 год, если нужно, мы готовы поддержать, друзья. Заранее могу сказать. Общественная организация «Международный фонд Апсны» была создана 12 февраля 2015 года. Ее бессменный президент, абхазский репатриант, бизнесмен и меценат, ветеран Отечественной войны народа Абхазии Сонер Гого. 5 лет назад основатели Международного фонда Апсны посеяли зерно, которое растет и становится крепким и здоровым деревом, одним из основ в формировании будущего нашей страны.